Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня – северокавказский след в убийстве Немцова, версии и комментарии. Женское лицо войны в Донбассе. И 50 лет выходу человека в открытый космос. Выставка в Вашингтонском музее космонавтики. Начнем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Чем больше проходит времени с момента убийства Бориса Немцова, тем все более запутанной становится ситуация вокруг преступления. Глава Чечни Кадыров подозреваемых в убийстве называет патриотами России, кого-то, говорит, даже лично знал, а президент Путин вручает ему орден почета. Как это трактовать? Кремль дает понять, что от смерти Немцова стране хуже, чем от его деятельности. Приблизительно, отмечу, то же самое говорили наверху после убийства Политковской. Как понять это, коллеги анализировали. Рамзан Кадыров в своей основной социальной сети Instagram ранее заявил, что обвиняемый в убийстве Немцова Заур Дадаев – патриот России и не мог совершить ничего, что могло бы навредить интересам Родины. Таким же человеком Кадыров назвал и другого обвиняемого Беслана Шаванова, подорвавшего себя при попытке задержания. Это заявление лидера Чечни вызвало множество предположений, от конфликта Кадырова и Путина до причастности к делу оппонента Кадырова Ахмеда Закаева. На протяжении многих лет демонизировали чеченцев, всю нацию. А сегодня это немного к этому еще прибавилось и украинцы. И, конечно, они не могли не использовать тот факт, что на стороне украинских властей находятся чеченцы, которые придерживаются идеи независимости. И нужно было теперь смешать, и вернее связать вместе и еще привязать это к убийству Бориса Немцова. Это чистейшая пропаганда, которая не имеет абсолютно ничего общего с реалиями. Между тем, как считают эксперты, награждение Кадырова российским орденом почета говорит о сложной внутрикремлевской интриге. Каждый буквально час, особенно после появления информации указа президента Путина, в котором он наградил Кадырова орденом почета, вообще все становится уже совершенно запутанно и туманно. Идет сложная и ожесточенная схватка под ковром, и те звуки, которые мы из-под ковра слышим, они не членораздельные. После ареста обвиняемых поток версий о причинах убийства Немцова не уменьшился, и эксперты продолжают спорить о предполагаемых заказчиках. Илья Яшин, один из соратников Немцова, неоднократно утверждал, что причиной убийства не опубликованный доклад, подтверждающий наличие регулярной российской армии в Украине. Другие соратники убитого считают версию с докладом маловероятной. Я считаю крайне вероятной такую, как последние капли, версию о том, что это месть за западные санкции, которые Немцов очень активно и инструментально лоббировал в западных столицах, и они нанесли огромный ущерб путинской системе и нашей экономике. Путин и его окружение, грубо говоря, попали на бабки очень серьезные из-за санкций, и они, по моей информации, они довольно давно считали Немцова персонально виновным. Многие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что мотивом убийства стали негативные высказывания Немцова в адрес ислама и мусульман после расстрела карикатуристов французского издания «Шарли Эбдо». В этом якобы признался один из задержанных. Эта версия будет понятна на Западе, что какой-то религиозный фанатик совершил вот такое преступление, которое нанесло урон России. Но я считаю и уверен в том, что это политически мотивированное убийство. Владимир Милов, в свою очередь, полагает, что столь эффективная организация убийства без ведома российских спецслужб маловероятна. Я уверен, что у этих высокопоставленных начальников спецслужб информация была о том, что именно убит Немцов, от оперативных работников до приезда полиции, то есть буквально в течение считанных минут. Вопрос, почему эти высокопоставленные лица, получив эту информацию, не отдали приказ на организацию масштабной операции преследования, тем более они поехали-то не в область, а они вообще вокруг Кремля еще дали целый круг в массе мест, где их можно поймать. Между тем, Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Чечне задержаны еще 2 человека, чьи имена не разглашаются. Один из задержанных назван близким родственником высокопоставленного чеченского силовика. Александр Касаткин, Екатерина Кочкина. «Настоящее время». И далее эфир из Вашингтона. Об убийстве Бориса Немцова говорят в этот понедельник и по ту сторону океана. Наташа.
Да, Сергей. По сообщениям в российских СМИ, подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев заявил, что мотивом преступления стали неоднократные негативные высказывания политика о мусульманах и их религии. Но давайте напомним, что Борис Немцов действительно говорил об исламе. Например, в записи в «Живом журнале» 9 января он написал о реакции на теракт в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», где предположил, что ислам как молодая религия может находиться сейчас на стадии сходной с периодом инквизиции в христианстве. Цитата Немцова: «Убийство – это тяжкий грех, в том числе и в соответствии с Кораном, а сатира, даже издевательская, грехом не является. И сравнение карикатуриста с убийцей-фанатиком только провоцирует террористов». Конец цитаты. Американская пресса отреагировала на информацию об аресте подозреваемых с долей скептицизма. Вот, например, Вашингтон-Пост пишет: «Вопросы остаются по поводу того, кто организовал нападение и почему Немцов был убит за считанные дни до антикризисного марша в России». В Нью-Йорке в Центральной Бруклинской библиотеке состоялся вечер памяти Бориса Немцова. На нем выступили его близкие, друзья, коллеги, живущие в России и США, и рассказали свои истории о Немцове, каким он был человеком, политиком, общественным деятелем. На этом вечере побывала наш корреспондент Виктория Купчинецкая, которая сейчас на связи с нами из Нью-Йоркской студии. Вика, добрый день. Расскажи подробнее, что говорили участники вечера. Наташа, на этом вечере выступали самые разные люди. Например, близкий друг Бориса Немцова, который учился с ним в университете в Нижнем Новгороде, член Российской Государственной Думы Илья Пономарев, известный правозащитник Павел Литвинов. И все они говорили о том, что в 90-е годы Борис Немцов проявил себя как очень новый, свежий политик, а также о том, что он был очень спонтанным, очень живым и очень искренним человеком. Зал Бруклинской библиотеки был заполнен до отказа. Участники встречи не скрывали своих опасений. Я думаю, что мы увидим очень много спекуляций на этой трагедии, на этом убийстве, ради чего это все, собственно, и было изначально задумано. И мы еще только в начале этого пути, и вот кровь Бориса, я боюсь, будет сигналом к новой крови, достаточно большой, которая будет в России. Не менее пессимистические прогнозы предложили и другие выступающие. Публицист и поэт Дмитрий Быков считает, что Россия тяжело больна. Вот сейчас это русская идея, которая ничего общего с Россией не имеет. Эта идея, действительно, как правильно сказал Павел Михайлович, идея тошнотворной серьезности, тупости, ксенофобии, ненависти ко всему человеческому. Она сейчас жрет нашу родину, жрет ее очень быстро. Либо она лопнет и умрет, эта гадость, и тогда у нас будет нормальная страна. Ну, либо у нас не будет никакой страны. Была такая русская цивилизация, мы будем о ней вспоминать. Быков прочитал свою новую балладу «Тень». Посмотришь в окно на весенний пейзаж, он скалится алчно и подло. Сквозь крымскую даль проступает Крым наш, и море предательством полно. Услышали поезд в ночи, например, а поезд стучит ДНР. Тот Павел Михайлович, которого Быков упомянул, это Павел Литвинов, легендарный правозащитник, участник демонстрации «Семерых». 25 августа 1968 года он вместе с 6 товарищами вышел на Красную площадь в Москве в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Был в тюрьме и в ссылке. В тех условиях, в которых он жил, он гораздо дольше, чем мы, подвергался непосредственной опасности. Потому что мы все-таки, я ожидал, что мою судьбу решит КГБ, Политбюро, так сказать, и так далее. Что я не ожидал атаки на улице, скажем. Это совершенно другое. И не было таких открытых фашистов. Если были, они молчали или были в глубоком подполье. Немцов прекрасно чувствовал себя в атмосфере свободной конкуренции, с удовольствием бросался в политический бой, верил в независимую прессу. Я пригласила Евтушенко, мы все вместе ужинали, пили очень много вина хорошего и мечтали о будущей России. И было так ясно, что Немцов был один из тех людей, который будет строить новую Россию. Леонид Мартынюк стал соавтором Немцова по 2 разоблачающим коррупцию докладам: «Зимняя олимпиада в субтропиках» и «Жизнь раба на галерах», а также по видеопроекту «Ложь путинского режима». С ним было очень комфортно всегда мне работать, и мы всегда хорошо очень друг друга понимали. И я думаю, что я уже никогда в жизни не встречу такого близкого человека, который так тебя понимает, ну, я имею в виду политическое именно направление.
Последние годы Борис Немцов не был популярным или влиятельным в России. Избиратели не смогли забыть ему хаос и нестабильность ельцинских 90-х. Но он был настоящим политиком и оппозиционером в демократическом смысле этих слов. Но вот именно такая непредсказуемая настоящая политика и настоящая оппозиция любому современному обществу просто необходима для того, чтобы оно было здоровым. В противном случае оно действительно станет больным. Наташа. Спасибо. С нами в студии в Нью-Йорке была наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Передаем слово Праге. Сергей. Из очередной командировки на Донбасс вернулась моя коллега Шахида Якуб. Фрагмент нашего интервью, где мы говорили о том, как выполняются и выполняются ли мирные договоренности Нормандской четверки. Днем перед наблюдателями ОБСЕ представители так называемых ДНР, ЛНР технику отводят, а ночью перегруппируют. Украинская армия также не может на это не реагировать. То есть, так как от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, в любой момент огонь может возобновиться? Да, я должна сказать, что маневры по передвижению техники, они идут из строя с другой стороны. То есть вырисовывается такая игра в кошки-мышки. Знают, что едут наблюдатели ОБСЕ, куда-то отводят эту технику. Опять-таки, скажу, техника очень серьезная, поэтому ее как бы привезти, отвезти не так уже легко. Тяжелое вооружение. Тяжелое вооружение, да, это танки, бронетранспортеры, те же самые минометы, но это все же на машинах погружается. То есть я, находясь в Донецке, и вот во время всех своих путешествий я очень много ездила, техника куда-то едет. Но вот куда она едет, я не знаю, с каких позиций едет, тоже непонятно. И такие же вопросы себе миссия ОБСЕ задает. Да, но такие же вопросы задают со стороны украинской армии. То есть я когда ехала из Запорожья в Мариуполь, я видела закопанные танки, да, например. Тоже должны были, в принципе, скорее всего, как-то отвезти. К сожалению, не у кого было возможности спросить, потому что на блокпостах люди не любят. Ну, естественно, не с той, с другой стороны, на блокпостах люди не любят общаться. Вот. Но обвинения абсолютно одинаковые с той и с другой стороны, поэтому никто не думает о перемирии. То есть перемирие, оно, как бы все говорят, там вот в Донецке пока общался и с людьми, и с представителями сепаратистов. Они все говорят, перемирие это ненадолго, скоро начнется война. То есть все поиграли в дипломатию, дали народу подышать, а теперь надо заново начинать. А что говорит и местное население, и украинская сторона, и боевики непризнанных республик о том, что теперь очередной плацдарм – это Мариуполь? Вы знаете, по поводу Мариуполя, да, представители сепаратистов, они хотят брать Мариуполь, но я не думаю, что это будет следующая большая остановка, потому что до Мариуполя, как я поняла, пообщавшись с ними, скорее всего, будут брать районы аэропорта. Кстати, аэропорт и Пески до сих пор остаются самыми горячими точками. Там на эти районы перемирие не распространяется, поэтому стрельба там ежедневно. И для того, чтобы до конца взять вот этот район, силам сепаратистов, скорее всего, надо брать Авдеевку, Горловку и прилегающие к аэропорту районы. То есть до Мариуполя еще надо дойти. Война на Донбассе. Украинцы воюют на своей земле и за свою независимость. И по одну, и по другую сторону фронта люди, которые хотят жить. У каждого из них своя вера, свои взгляды и своя степень искренности в понимании происходящего. Рядом с мужчинами женщины, чьи-то дочери, жены и матери. Они стали героинями очерка нашего корреспондента. Мариуполь, село Чермалык. Позиции полка Днепр-1 находятся в 2 километрах от сил противника. Через реку формирование самопровозглашенной ДНР. Василиса Трофимович, пресс-офицер полка, приезжает сюда часто. До Днепра-1 Василиса работал с батальоном «Донбасс». Это было еще в самом начале боевых действий. У меня шкаф до и после. У меня шкаф завешен шифоновыми платьями, костюмами, юбками, блузками, кружевами. А дальше идет горка и мультикам. Дебальцево. Позиции батальона самопровозглашенной ДНР находятся в 3 километрах от позиции вооруженных сил Украины. На связи. Танки на синей четверке с местной практикой пропускаем. Принял. Тут меня встречает командир Алена. Как и Василиса, Алена в этой войне с самого начала. Последние бои, в которых участвовала, Углегорск и Дебальцево. На вопрос, когда она в последний раз одевала гражданку, Алена отвечает так.
Я уже забыла. Ну вот когда, уже, наверное, больше года назад, как гражданскую одежду не ношу. По платьям не скучаете? Ну, честно говоря, я и в гражданской, прошлой жизни не очень носила платье. Одни туфли на каблуке, они у меня... Работать с прессой Василиса хотела всегда, но вряд ли предполагала, что ее мечта реализуется на войне. Я хотела изначально реализоваться как ведущая. То есть я вначале работала в гражданской жизни, а потом, поскольку в стране такая проблема, я не знала, чем я могу еще помочь, поскольку к медицине, наверное, морально еще не готова, я понимаю, что я могу делать это. Информационная война — это второй фронт. Ну а как девушке работать с таким количеством бойцов? Обижают. Мальчики меня не обижают, мальчики меня оберегают. У меня нет никакого абсолютно страха. Василиса говорит, что за эти долгие месяцы многие ребята стали родными, и она беспокоится за то, как они будут привыкать к мирной жизни после того, как война закончится. Люди привыкают к войне, и очень сложно потом будет адаптироваться к мирной жизни. У Алены 2 детей. И как она объяснила детям эту войну? То есть это было первое лето, когда мои дети не ездили на море. И это было очень странно. И я им говорила, мы не можем туда поехать. Они говорят, а почему? Потому что там стоит украинская армия, и мама туда выехать не может. Обеим женщинам я задала один и тот же вопрос. За что воюете? За идею и за правду. А какая идея? События на Майдане, Одесса, это... Я для себя не могу этого ни оправдать, ни простить, ни обосновать. И как мы можем сказать бойцу, война закончилась, все, у нас перемирие, когда у него дом там, и он не может туда поехать, у него там семья, мама, папа, все, что он нажил за свою жизнь. И куда его девать? Ему сказать, все, ты свободен, иди домой. Страна российская, она не совсем понимает то, что происходит. То есть они не понимают, что Украина пытается просто освободить кусок своей территории, которую они незаконно пытаются забрать. И то, что это все-таки в какой-то степени война за независимость. Шахида Якуб, в настоящее время Донецк. Надежда Савченко продолжает выходить из голодовки, своих принципов и взглядов не меняя, осуждена безосновательно. Украинская летчица, содержащаяся в московском СИЗО, обвиняется в причастности к убийству российских журналистов и незаконном пересечении границы. Судьба Надежды Савченко продолжает волновать небезразличных людей. К ней обратилась известная российская актриса Лия Хиджакова. В наручниках провезли через границу и теперь шьют уголовное дело за незаконное пересечение границы. У меня нет слов. Весь мир должен был восстать. Хотя вы для нас сейчас и есть вот эта ограбленная, расстрелянная Украина по чьему-то подлому проекту. Вы какой-то символ Украины. Пожалуйста, вы должны жить, как должна жить Украина. У вас большое будущее. Пожалуйста, живите, моя дорогая. Это «Настоящее время». Продолжаем. Пока Британия, Польша и страны Балтии выступают за ужесточение санкций против России из-за событий в Украине, Италия, Австрия, Кипр и Греция противятся им, говорят, и нынешних достаточно. О том, как в Евросоюзе нет единства, коллеги в Вашингтоне. Наташа, продолжайте. Президент США Барак Обама принимает сегодня в Белом доме председателя Европейского совета Дональда Туска. На повестке дня укрепление трансатлантического сотрудничества, а также Украина и Россия. В преддверии визита в Вашингтон Туск отметил сложности в достижении консенсуса между странами Евросоюза по поводу ужесточения санкций в отношении Москвы. По его словам, многие санкции, которые уже были введены против России с момента аннексии Крыма, заходят дальше, чем этого хотели бы власти некоторых стран ЕС. Год под санкциями, рассказывает Алексей Березин. Федеральный закон о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. В марте исполняется год, как Россия аннексировала Крым. Также год назад США ввели первые санкции в отношении отдельных лиц в России, причастных к эскалации ситуации в Украине. С момента начала российской интервенции мы мобилизовали международное сообщество для суждения этого нарушения международного права и поддержки народа и правительства Украины.
Этим утром я подписал указ, который вводит санкции в отношении отдельных лиц и организаций, которые ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако такое предупреждение на российское руководство не подействовало, и США пришлось ввести новые, более жесткие санкции. Это вкупе с падением цен на нефть привело к тяжелой экономической ситуации в России. Снижение цен на нефть, санкции, с которыми мы столкнулись, означает кардинальную смену внешних условий, в которых существует российская экономика. Эффект для платежного баланса от тех внешних шоков, а по-другому, наверное, нельзя это назвать, порядка 200 миллиардов долларов США. И если не учитывать нефтяные потери, то, по данным Силуанова, в результате западных санкций Россия потеряет за год 40 миллиардов долларов. Это порядка 2,4 триллионов рублей или 16% доходной части бюджета России. Стоит отметить, что на образование и медицину в 2015 году российским бюджетом предусмотрено в 2,5 раза меньше, то есть 1 триллион рублей. Говоря о потерях только от импорта, в результате санкций Силуанов назвал цифру в 500 миллиардов рублей. Однако, в соответствии с данными Федеральной таможенной службы России, только за январь-февраль этого года поступления в бюджет снизились на 204 миллиарда рублей по сравнению с началом прошлого года. Если такие темпы будут сохраняться, то потери составят не 500 миллиардов, как это прогнозировал министр, а более триллиона рублей за год. Это в 10 раз больше, чем заложено в бюджете на 2015 год на жилищно-коммунальное хозяйство в России. Другими словами, средства, которые Россия потеряла и потеряет в результате санкций, достаточно ощутимы. Кроме этого, не стоит забывать и об инфляции, прогноз на которую не превышал 7%, а бюджет вообще рассчитывался с учетом 5% инфляции. По данным сайта Статбюро, уровень инфляции за 12 месяцев превысил 16%. Это, безусловно, сказывается на обычных россиянах. На них же, вполне возможно, ляжет и бремя компенсации банкам и компаниям потерь от санкций. Российские законодатели рассматривают такую инициативу. Помогать в первую очередь придется близкому кругу Владимира Путина, братьям Ротенбергам и Юрию Ковальчуку. Как сообщает Wall Street Journal, США заморозили 640 миллионов долларов средств банка СМП, 76,1% акций которого принадлежат Ротенбергам, и Банка России, 37,5% которого владеет Ковальчук. Противостояние между российскими сторонниками и противниками войны в Украине становится все более изощренным. Сергей? Да, Наташа, так и есть. Но если участие политиков в уличных акциях является естественным, то появление на митингах священников для современной России это пока непривычно. Священник Николай Савченко из Санкт-Петербурга пытается вразумить горячие головы. Всякое насилие чревато межнациональной рознью. С отцом Николаем встретился корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. С отцом Николаем Савченко мы встречаемся в Александро-Невской лавре, где располагается резиденция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. За час до назначенной аудиенции его вызвали в епархию на беседу с церковными чиновниками. Настоятель храма Преображения Господня в Лесном отец Николай Савченко оказался в опале после того, как принял участие в акции протеста против войны в Украине. Священник вышел на улицы Петербурга с бумажным флажком Украины, чтобы дать понять российским властям: русские и украинцы – братья, и всякое насилие чревато межнациональной рознью. Патриархи церкви не поняли вольнолюбивого клирика, переведя его из Петербурга в Троице-Сергиеву пустынь в Стрельне. Да, и многие мне задавали вопросы: если вы за мир, то почему не взять украинский флажок и флаг Донецкой Народной Республики? Я имел право взять флаг Украины. Мирные акции против войны в Украине в Петербурге не имеют такого размаха, как в Москве, и, как правило, сопровождаются не только антивоенными лозунгами, но и молодыми людьми с георгиевскими ленточками на одежде. Отец Николай находит слова и для агрессивной толпы, чем раздражает не только местных апологетов Новороссии, но и отдельных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я понимаю, что лавры покойного Глебушки Якунина, видимо, не дают покоя. Я могу сказать, что это плохой, это порочный путь. Отец Николай должен для себя сделать выбор. Либо он священник Русской Православной Церкви, либо он говорит о политике. Отец Николай Савченко, меж тем, не намеревается прекращать свою миротворческую деятельность. В пресс-службе епархии не комментирует запрет отцу Николаю давать интервью прессе, призывая при этом оппонентов опального клирика к корректности. Андрей Королев, «Настоящее время», Санкт-Петербург.
Далее слово Вашингтону. У коллег другие темы. Наташа, эфир ваш. В этом году исполняется ровно полвека с того дня, когда произошло знаменательное событие в истории человечества – первый выход человека в открытый космос. На выставке в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне побывала наша съемочная группа. Рассказывает Вадим Оленичев. Трудно поверить в то, что выходы в открытый космос, или по-американски внекорабельная активность, осуществляются вот уже полвека. Первым жителем Земли, оказавшимся один на один с бесконечностью Вселенной, стал советский космонавт Алексей Леонов. Это произошло 18 марта 1965 года. В честь этого события российские власти согласились предоставить Американскому музею военный мундир космонавта и тот самый скафандр, в который Леонову пришлось запаковаться для прыжка в неизвестность. Чтобы провести 12 минут за бортом, космонавт получал 30 литров кислорода в минуту. Только спустя много десятилетий власти России рассекретили документы, из которых следует, что спейсвок Леонова был настоящим подвигом, связанным с риском для жизни. Скафандр так раздуло, что космонавту было трудно двигаться. Он едва успел втиснуться в шлюзовый отсек до того, как истощился запас кислорода. Но начало было положено. С этого момента люди научились гулять в космосе. Разумеется, Соединенные Штаты были не намерены отставать от Советского Союза в таком важном деле. Спустя примерно 2,5 месяца, 3 июня, борт космического корабля покинул американский астронавт Эдвард Уайт. Его фал, тот самый страховочный трос, которым Уайт был прикреплен к кораблю, тоже представлен на Вашингтонской выставке. Здесь же рядом его космический шлем, космические ботинки и многие другие предметы орбитального оборудования. К сожалению, сейчас, когда отношения Америки и России охладели, дальнейшее сотрудничество в космосе поставлено под сомнение. Отношения наших стран в космосе, хотя они поначалу и были конкурентными, впоследствии приносили позитивные результаты. Мы надеемся, что политические интересы не заслонят общечеловеческие. Хотя российская сторона недавно заявила, что уберет свои модули с Международной космической станции, но не хотелось бы, чтобы это случилось. Мне кажется, что сотрудничество приносит гораздо больше пользы, чем можно извлечь, работая поодиночке. С течением времени техническое оснащение астронавтов совершенствовалось. По сравнению с первыми, нынешние скафандры – это произведение космического искусства. Даже эволюцию такого простого предмета, как перчатка космонавта, можно наглядно проследить вот на этом стенде. Улыбку теперь вызывает и первая записная книжка для работы снаружи корабля. Это не что иное, как обычный бумажный блокнот с кольцом, которое крепилось на запястье руки наподобие наручных часов. В наше время большинство работ в открытом космосе астронавты выполняют, используя ультрасовременные механические манипуляторы и прочее специальное оборудование. Так что прогулки в космосе с годами стали, если можно так выразиться, намного приятнее. Но иллюзий строить не надо. Суть работы на орбите осталась такой же, как и 50 лет назад. Оказавшись за пределами корабля, эти смелые люди ежесекундно и совершенно сознательно рискуют собственной жизнью, чтобы принести пользу человечеству. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Немногие сейчас помнят о том, что Международный женский день зародился в Соединенных Штатах. Забастовка швей Нью-Йорка в 1908 году стала поводом для того, чтобы отмечать сначала Американский день женщин, а в 1910 году Социалистический интернационал, который заседал в Копенгагене, объявил об учреждении Международного женского дня. Сегодня в США Международный женский день отмечают разве что на официальных мероприятиях, посвященных борьбе за равноправие. Но все-таки для русскоязычной общины Америки этот день по-прежнему остается праздником. Репортаж Александра Панова и Дмитрия Шахова. В этом году в США День матери приходится на 10 мая. Вот тогда и принято здесь дарить цветы и подарки, а в магазинах устраивать распродажи. Но в русской школе «Олимп» каждый год приходит еще один – русский мамин день. Весенний праздник, посвященный мамам, учительницам и одноклассницам. Весенний праздник – прекрасный повод показать мамам и бабушкам товар лицом. Художникам из школьных студий, а здесь их сразу две, выставить свои работы по теме. Для танцевальной студии «Олимп» юных солистов показать свои лучшие номера. А для театральной студии «Жар птица» под руководством Марины Погосовой поставить новый спектакль. В этот раз «Приключения Красной Шапочки» по мотивам версии этой сказки, написанной Евгением Шварцем. Мы считаем, что самое главное – это интерес, чтобы у детей был интерес к изучению русского языка. И поэтому мы пытаемся привить этот интерес через рисование, через танцы. Также у нас есть шахматы, шахматный клуб, у нас есть лего-робототехника, и у нас есть математика, которая пользуется очень большим успехом.
Русская школа «Олимп» работает больше 20 лет. Число учащихся и классов непрерывно растет. Верное свидетельство роста русскоязычной диаспоры Большого Вашингтона. На сегодняшний день это уже 18 классов, где по субботам учатся свыше 200 детей в возрасте от 3 и до 17. Некоторые дети у нас говорят на 3 языках, то есть мы говорим не просто о билингвах, да, а о трилингвах даже, вот, которые ходят помимо русской школы и американской, они еще ходят или в арабскую школу, или в немецкую школу, во французскую школу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.